Все началось с неожиданного заявления абхазских властей, которое вызвало волну шока не только в республике, но и во всей России. Министр туризма Абхазии, выступая на брифинге в Сухуми, заявил, что республика устала от наплыва российских туристов, которые, по его словам, привозят с собой хамство, беспорядок и пренебрежение местными традициями. Эта фраза прозвучала как пощечина, особенно с учетом того, что именно российские граждане на протяжении многих лет были основным источником дохода для туристической отрасли региона. Сразу после этих слов в зале началась неловкая тишина, а уже спустя пару часов в российских СМИ появилась лавина публикаций с возмущенными заголовками. Соцсети заполнились гневными комментариями. Блогеры, недавно хвалившие пляжи Пицунды, теперь публиковали видео с заголовками «Позор Сухуми, в Абхазию больше ни ногой, как предают своих друзей». Многие вспоминали, как Россия в трудные времена оказывала поддержку Абхазии, признала ее независимость, вложила миллионы в восстановление инфраструктуры. А теперь, неблагодарность. Люди были возмущены не столько самим заявлением, сколько его тоном. Даже те, кто никогда не ездил в Абхазию, вдруг почувствовали, что их унизили. Туристические форумы взорвались отзывами: «Уже оплатили, но не поедем, летим в Крым», а не к тем, кто нас не уважает. Вслед за общественным резонансом началась и деловая реакция. Крупные туроператоры, работающие по направлению в Абхазию, начали приостанавливать продажи путевок. На некоторых сайтах путевки в Сухуми и Новый Афон и вовсе исчезли. Службы поддержки объясняли, что не хотят рисковать репутацией и деньгами клиентов. Бизнес начал разворачиваться в обратную сторону. Тем временем в Москве внимательно следили за ситуацией. Уже на следующий день официальный представитель МИД России выразил удивление позиции Сухуми, назвав ее недружественной и непонятной. На фоне нарастающего давления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с комментарием: «Мы с уважением относимся к праву любого государства выстраивать свои внутренние правила. Но недопустимо делать это в форме, которая может быть воспринята как оскорбление российских граждан». В Государственной Думе началась буря. Депутаты один за другим выступали с осуждением действий абхазских властей. Некоторые из них призвали заморозить финансовую помощь, которую Россия ежегодно перечисляет на развитие республики. Другие предложили закрыть границу для поставок дешевых энергоресурсов, которыми Сухуми пользовалась много лет по сниженным тарифам. Громче всех звучали слова о пересмотре стратегического партнерства. И в этот момент стало очевидно, дело приобрело государственный масштаб. Ситуация уже не ограничивалась туристическим скандалом. Это был политический удар по репутации России, и Кремль не собирался оставлять его без ответа. Одним из первых шагов стало экстренное совещание в Минэкономразвития по пересмотру всех совместных проектов с Абхазией. Параллельно пресс-службы крупнейших российских банков получили указание приостановить участие в инвестиционных инициативах на абхазской территории. Россия поднялась, не по призыву сверху, а снизу, от простых людей, которые почувствовали унижение. Те, кто еще вчера мечтал о летнем отдыхе в Гагре, теперь с отвращением жали кнопку «Отменить бронь». И это было только начало. В Абхазии наступил тревожный переломный момент. После того, как россияне массово начали отменять поездки, туроператоры свернули программы, а СМИ в один голос сообщили об охлаждении отношений, абхазский бизнес оказался в состоянии паники. В Сухуми и других туристических центрах началась настоящая истерика: отели пустеют, кафе закрываются, пляжи опустели. То, что еще неделю назад казалось обычным политическим заявлением, теперь вылилось в экономическую катастрофу. Владельцы гостиниц записывали видеообращения и выкладывали в интернет с просьбами к россиянам не поддаваться эмоциям. Некоторые прямо говорили: «Вы нам нужны. Простите глупость наших чиновников». Но россияне не спешили прощать. Эмоциональная рана оказалась слишком глубокой. Те, кто годами ездил в Абхазию и вкладывал свои деньги в этот регион, чувствовали себя преданными. Даже постоянные туристы, имевшие друзей в республике, отказывались от бронирований. На абхазских рынках резко упали продажи. Частные перевозчики, гиды и продавцы сувениров сидели без работы. Малый бизнес, полностью завязанный на сезонный туристический поток из России, терпел убытки. В Гудауте и Новом Афоне предприниматели впервые за последние годы вышли на улицы с плакатами «Не трогайте Россию, не губите наш сезон».
Начались протесты у здания парламента в Сухуми. В толпе слышались крики: «Кого вы хотели наказать? Себя». Люди требовали отставки министра туризма, который спровоцировал кризис. Некоторые говорили о заговоре, утверждая, что кто-то специально разжигает антироссийские настроения, чтобы дестабилизировать регион. На этом фоне всплыла еще одна тревожная деталь. Журналисты начали копать глубже и обнаружили, что незадолго до скандального заявления в Сухуми приезжали представители западных неправительственных организаций. В местных СМИ ранее уже публиковались репортажи о культурных семинарах, организованных при поддержке европейских фондов. Тогда это казалось безобидным, но теперь эти события выглядели иначе. Аналитики заговорили о том, что заявление абхазских властей могло быть инспирировано извне. Все выглядело так, словно кто-то решил столкнуть Абхазию и Россию лбами. Всплыла и еще одна странность. В социальных сетях начали появляться прорекламированные посты с антироссийской риторикой от малоизвестных абхазских аккаунтов. Подозревалось вмешательство либо прозападных сил, либо даже грузинских структур. Как известно, Грузия до сих пор считает Абхазию своей территорией и регулярно поднимает вопрос о ее деоккупации на международных площадках. В Москве эта информация вызвала крайнюю обеспокоенность. В Кремле начали рассматривать ситуацию не как частный конфликт, а как возможный элемент гибридной войны. Российские чиновники провели закрытое совещание, на котором обсуждали влияние иностранных структур на внутреннюю политику Абхазии. Впервые с момента признания республики начали звучать идеи о пересмотре формата сотрудничества. Звучали жесткие предложения: если они делают ставку на Европу, пусть Европа их и финансирует. Тем временем ситуация в самой Абхазии становилась все более напряженной. Молодежь, потерявшая сезонный заработок, выражала разочарование. Родители, вложившие последние деньги в подготовку гостевых домов, не знали, как выплачивать кредиты. Внутри общества росла фрустрация, но власти не спешили признавать свою ошибку. Некоторые чиновники пытались обвинить Россию в чрезмерной реакции, чем только сильнее злили абхазское население. Так кризис, начавшийся с одного заявления, перерастал в глубокую внутреннюю проблему. И все больше людей понимали, расплата только начинается. Когда стало окончательно ясно, что туристический сезон провален, а последствия для экономики приобретают катастрофические масштабы, абхазские власти наконец начали осознавать всю серьезность случившегося. Министр туризма, имя которого за считанные дни стало нарицательным, подал в отставку. Его заявление сопровождалось сухим объяснением: в интересах стабилизации обстановки, хотя за кулисами ходили слухи, что решение было навязано сверху. Новый глава ведомства немедленно провел пресс-конференцию, где заявил о необходимости перезапустить отношения с Российской Федерацией и вернуть доверие туристов. Но момент был уже упущен. Россияне, почувствовавшие себя униженными, не спешили возвращаться. Соцсети, как зеркало народного настроения, по-прежнему кипели гневом. Даже предложение абхазских гостиниц о бесплатных ночах и скидках до 50% не вызвало энтузиазма. Туристы массово перебронировали отпуска в Крым, на Кавказ или в Сочи. Российские блогеры, ранее хвалившие отдых в Абхазии, теперь публиковали разоблачающие ролики о хамском отношении, плохой инфраструктуре и политической нестабильности. На федеральных каналах началась волна репортажей, подчеркивающих, что Абхазия, несмотря на многолетнюю поддержку со стороны Москвы, решила повернуться к России спиной. В передовицах газет начали публиковаться статьи с заголовками «Неблагодарность по-абхазски, когда союзники становятся предателями». Государственные аналитики начали обсуждать целесообразность сохранения прежнего формата помощи республике. Ведь речь шла не только о туристах, но и о миллиардах рублей, которые Россия годами вкладывала в развитие региона. Внутри самой Абхазии настроение оставалось подавленным. Люди поняли, что возвращение россиян – это не вопрос недели или месяца. Репутационный удар оказался слишком силен. Власти пытались наладить контакт, предлагали делегации и совместные проекты, но Москва уже заняла жесткую позицию. Было ясно, прощения не будет. И все больше признаков указывало на то, что Россия решила изменить свой курс. Решающий удар пришел неожиданно. Правительство РФ объявило о приостановке участия в программах социально-экономического развития Абхазии.
Финансирование школ, больниц, дорог и коммуникаций – все замораживалось на неопределенный срок. Дополнительно было заявлено о прекращении льготных поставок топлива и электроэнергии. Российские банки начали процедуру сворачивания проектов и закрытия представительств в регионе. Это стало шоком для местных властей и ударом по простым жителям. В Сухуми попытались спасти ситуацию. Президент Абхазии выступил с обращением, в котором просил не считать заявление бывшего министра официальной позицией государства. Он подчеркнул приверженность союзу с Россией и выразил готовность к глубокой рефлексии произошедшего. Но в Москве это заявление уже не воспринималось как искреннее. Ответ был молчаливым, но крайне показательным, никакой делегации не направили, визит высокопоставленного российского чиновника в Сухуми отменили, а в эфире остались только строгие формулировки «неприемлемо», «безответственно», «ущербно». Народ в Абхазии оказался в растерянности. За короткое время регион превратился из дружественного туристического центра в символ политической ошибки. Пустые пляжи, закрытые кафе, банкротящиеся бизнесы и обострение внутреннего недовольства стали новой реальностью. Так и наступила расплата за хамство. Москва не ударила кулаком по столу, она просто ушла. И именно это молчание оказалось самым страшным для тех, кто забыл, что дружба и уважение не могут быть односторонними.